Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. Пассажиры в Туркменабаде, желающие купить билет на самолет, вынуждены ночевать у авиакасс. Туркменистан в этом плане, пожалуй, единственная страна в мире, где ради покупки авиабилета нужно бросить все дела и отправиться на всю ночь к авиакассам, прихватив с собой матрас и подушку. Именно так вынуждены поступать жители Либабского вилаята. Подобного позора нет больше нигде. Купить в Туркменистане билет на местные авиарейсы можно только за 30 дней до планируемого полета, и не раньше. Делается это двумя способами: через мобильное приложение или в авиакассе. Но делается это громко сказано, и вот почему. Продажа онлайн открывается утром в 8:00, а уже в 8:03, то есть через 3 минуты, билеты заканчиваются, и это несмотря на то, что ежедневно в Туркменабад из Ашхабада выполняется 3-4 рейса. Цитата: «С нашим медленным интернетом за 3 минуты распродать все билеты просто нереально», говорит источник Turkmen News в регионе. Тут другое – коррупция. По блату или через посредников билет можно достать на любой рейс, да хоть на сегодня, но за это придется выложить сумму раз в 5-10 выше стоимости самого билета, которая составляет 132 маната или около $7 в одну сторону. Конец цитаты. Простые же люди, без связей и лишних средств, вынуждены дежурить в аэропорту Туркменабада, где расположена центральная касса, либо в здании автовокзала, где тоже продают авиабилеты. В обеих точках люди дежурят круглые сутки, даже ночами, ведут списки. Каждые несколько часов проводится перекличка, а если, не дай бог, человека из списка не окажется на месте, то его фамилию вычеркнут. Чтобы этого не допустить, люди вынуждены находиться у касс всю ночь, либо отправлять вместо себя детей и других родственников. Пассажиры из Ашхабада готовы добираться до Туркменабада даже через Кирки, а оттуда на такси ехать 200 с лишним километров до вилаятского центра, но и билеты Ашхабад-Кирки достать практически невозможно. Есть еще вариант – полететь из столицы в Мары. Туда билеты купить проще, но затем придется больше 6 часов трястись на машине по убитой дороге. Жители Либабского вилаята возмущаются, почему никто не наведет порядок с покупкой авиабилетов. Почему обычная во всем мире процедура превращается в Туркменистане в потерю времени и нервов? Как же все-таки далеко вперед, по сравнению с нами, ушел Узбекистан, замечает недавно побывавший в соседней стране источник Turkmen News. Там любые подобные операции проводятся в 2 клика, не выходя из дома. А мы словно в прошлом веке продолжаем жить. Конец цитаты. В декабре прошлого года Turkmen News выпустил большое расследование о билетной мафии Туркменистана. Источники сообщают, что никаких позитивных изменений не последовало, хотя кое-какие кадровые перестановки произошли, но среди своих же. Как мы уже ранее сообщали, генеральный директор Ашхабадского аэропорта Мурат Суханбердыев перевел основного бенефициара всей системы продажи билетов Аширмурата Галычлыева, бывшего на тот момент начальником службы пассажирского сервиса, в отдел грузовых перевозок. В течение нескольких месяцев Галычлыев хотел вернуться на прежнее место, но Суханбердыев был непреклонен. Недавно выяснилось, что Галычлыев, используя свои связи, добился увольнения самого Суханбердыева и перевода его на место директора аэропорта Дашагуза. Сейчас столичный аэропорт возглавил Даянч Сопыев, бывший заместитель Суханбердыева, и как раз с его помощью Аширмурат Галычлыев надеется вернуться в службу пассажирских перевозок. Новую должность получил и бывший директор аэропорта Туркменабада Микан Союнов, родственник многолетнего начальника агентства Туркмен Хава-Йолары Доврана Сабурова. Сейчас Союнов возглавляет аэропорт Мары. Низкие цены, установленные правительством на авиабилеты на внутренние рейсы, не отвечают рыночным отношениям, о которых постоянно говорят отец и сын Берды Мухамедовы. Низкая стоимость горючего из той же серии, поэтому по всей стране ощущается острый дефицит бензина и дизеля. Монополия единственного авиаперевозчика в стране лишь способствует тому, что его представители широко пользуются безграничным доступом к продаже авиабилетов. А правоохранительные органы, призванные бороться с создателями искусственного дефицита и коррупционерами, покрывают и тех, и других. Потому что сами погрязли в этой схеме. У вас есть что рассказать? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем полную анонимность. А если вам нравится наша работа, поддержите нас, становитесь нашим спонсором.